Что, блядь, как? Это же гол! Именно такие фразы мы слышим после чистого взятия ворот, который отменяет арбитр. Сегодня на канале 120 ярдов я предлагаю вспомнить самые красивые и чертовски обидные незасчитанные мячи за всю историю футбола. Садись поудобнее, жми лайк и начинаем. Открывает этот топ-гол, который никогда не забудут украинские болельщики. Ведь именно взятие ворот Марка Девича на Евро-2012 в поединке с Англией могло принести сборной Украины путевку в 1/8 финала. Но Виктор Кашаев в том эпизоде гола не увидел. Осенью этот венгерский арбитр снова показал свою любовь к Украине, когда в поединке Манчестер Сити-Шахтер назначил пенальти в ворота пятого за то, что Стерлинг споткнулся о землю. Давненько Милан не боролся за чемпионство в серии А. И один из последних разов был в сезоне 2011-2012. Возможно, именно незасчитанный гол Мунтари в матче с Ювентусом лишил миланскую команду шансов на скудетто. Да, в этом эпизоде Буффон сделал максимум, но после удара футболиста Милана Джанлуиджи отбил мяч уже далеко за линией ворот. В этом топе мы будем частенько вспоминать фамилии Месси и Роналду. Начнем с Лео и его гола в ворота Валенсии в 2017 году. Ну, с голом для нас. Судья ведь даже не подумал показать на центр поля. Лионель пробил с линии штрафной площади по центру, Нето неудачно отбил мяч прямо в ворота, но все-таки успел вынести круглого в поле. Однако, как мы все прекрасно видим, сделал это уже за линией ворот. Следующие два гола будут очень похожи, и что самое интересное, от футболистов из одной команды, правда с разницей в несколько лет. Легендарный канонир Тьерри Анри красиво обокрал вратаря Блэкберна Брэда Фриделя и отправил мяч в ворота. Но арбитр зафиксировал нападение на голкипера. Этот незасчитанный мяч не помешал Арсеналу выиграть АПЛ, а Анри стать игроком сезона. В 2008 году похожий гол забил Робин ван Перси. Голландец технично отобрал мяч у вратаря Манчестер Сити Джо Харта и забил в пустые ворота. Однако это взятие ворот, как и гол Тьерри, не был засчитан. Если в моменте с голом Девича повезло англичанам, то на Мундиале 2010 года не был засчитан гол именно родоначальников футбола. Я уверен, что все прекрасно помнят этот выстрел Лэмпарда в ворота Нойера. Новоиспеченный тренер Челси ударом из-за пределов штрафной перебросил Мануэля и забил чистейший гол. Однако арбитры каким-то невероятным образом не заметили, что мяч упал в ворота существенно за линией ворот. А ведь этот гол мог сравнять счет в поединке с Германией. Сейчас короткая пауза на ребус. Правила простые, как всегда. Реши головоломку и как можно быстрее напиши свой вариант с пояснением. Возможно, именно ты попадешь в следующее видео. А вот наш чемпион из прошлого ролика. Так держать, красавчик! Следующий гол, который я хотел бы вам показать, был забит в мае в чемпионате Японии в поединке Урава-Синьон. Уже на 25-й минуте хозяева вели в счете 2-0, и это заставило гостей играть более активно. Футболисты Синьона с этой задачей справились и один мяч отыграли. Правда, гол видели все, кроме арбитра. Но этот эпизод еще больше подстегнул гостей. Во втором тайме они забили 3 мяча и вырвали победу. Ли Гриффитс — это нападающий сборной Шотландии и Селтика. В стан бело-зеленых Ли перебрался из Хиберниана, где показывал приличные результаты и забивал достаточно много мячей. Но, как вы понимаете, не все были засчитаны. В матче Хиберниан Хартс хозяевам выпала возможность исполнить штрафной метров с 40. Зачастую с такого расстояния футболисты разыгрывают мяч, но Гриффитс решил нанести удар. И у него все получилось. Мяч попал в перекладину приблизительно на метр от линии ворот, залетел в ворота и вылетел обратно. Но арбитр решил, что ему померещилось. А вот и первое появление в нашем рейтинге Роналду. Да, этот гол не супер красивый, но как футболисты Манчестер Юнайтед разыграли угловой в 2009 году в поединке против Челси. Это исполнение углового может поспорить с исполнением подобного стандарта от Александра Арнольда в матче с Барселоной. Руни сделал вид, что оставил мяч для подачи Гиггсу, а на самом деле так разыграл угловой. Райан подхватил мяч и навесил точно на голову Роналду. Несмотря на то, что стандарт был выполнен по правилам, Говард Уэбб взятие ворот не засчитал и попросил красных дьяволов повторить розыгрыш. На радость команде Фергюсона МЮ удалось забить. Со второй попытки отметился Видич. А следующий гол должен был быть засчитан уже в ворота Манчестер Юнайтед. Португалец Педро Мендеш, выступая за Тоттенхэм, забил только один мяч.
Голов могло быть вдвое больше, но его взятие ворот в 2005 году не было засчитано. Педро увидел, что вратарь красных дьяволов Кэрролл далеко вышел из ворот и с центра поля отправил круглого в цель. Голкипер попытался поймать мяч, но он отлетел прямо в ворота, откуда Кэрролл его вынес. Чистейший гол, но не по мнению арбитров. Это решение судьи лишило шпор 3 очков. Ну и снова Роналду. 2010 год. Товарищеский матч Португалия-Испания. На 36-й минуте встречи Криштиану здорово прорывается по флангу, кладет на газон Пике, эффектно перекидывает Касильяса и уже в воротах мяч добивает Нани. Но гол не засчитан. Лайнсмен зафиксировал офсайд. Ну, во-первых, Нани добивает мяч, когда круглый уже пересек линию ворот, а во-вторых, офсайда не было. Но, несмотря на это, португальцы все равно разгромили испанцев со счетом 4-0. 1990 год. Чемпионат мира. Матч за 3-е место играли Англия и Италия. За считанные минуты до конца встречи итальянцы ведут со счетом 2-1. Игрок Интера Никола Берти забивает 3-й гол своей команды и лишает всех шансов родоначальников футбола. Но по каким-то невероятным причинам арбитр фиксирует офсайд. Как вообще можно было в этом моменте увидеть положение вне игры? Во время начала навеса Барти находился в метрах 5 от крайнего защитника соперника. Эх, такой красивый гол не засчитали. Ну и последний гол Роналду на сегодня. Дело было в 2006 году на матче Португалия-Азербайджан. На 25-й минуте Криштиану вывел свою команду вперед, а уже через минуту мог удвоить преимущество португальцев. Криро прекрасным ударом через себя отправил мяч в ворота соперника, круглый прилетел в перекладину, упал за линию ворот и отскочил в руки голкиперу. Да, мяч не настолько сильно залетел в ворота, как, например, после удара Лэмпарда, но все равно ошибка арбитра очевидна. Пабло Асвальдо – это игрок, которому предсказывали большое будущее. Футболист показывал яркий футбол в серии А и вызывался в сборную Италии. Однако еще в возрасте 30 лет Асвальдо завершил карьеру и начал карьеру музыканта. В 2011 году в поединке Рома-Лечче Асвальдо забил потрясающий мяч в ворота соперника. Этот гол мог стать лучшим в сезоне, но лайнсмен зафиксировал офсайд. Разочарованию итальянца не было предела. Следующий гол мог стать, если не лучшим взятием 20 века, то лучшим 80-х точно. Дело было в матче Саутгемптон-Манчестер Юнайтед. Двукратному обладателю золотого мяча Кевину Кигану удалось забить просто невероятный мяч ударом ножницами. Но, как и в голе Асвальдо, боковой арбитр увидел положение вне игры. Пиши в комментариях, какой гол ты бы включил в этот рейтинг, и переходи в подборку лучших голов головой или в том с голами прямым ударом со штрафного. А если это видео наберет 2000 лайков, то я сделаю топ голов, забитых пяточкой. А мы увидимся совсем скоро. Пока-пока!